Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, великий и большой праздник – воздвижение честного животворящего креста Господня. Историю праздника вы знаете. Хотелось бы поговорить, сказать вам о кресте. Ведь крест человека сопровождает всю его жизнь. Когда рождается человек в этот мир, приходит, мать его благословляет крестом. Когда человек принимает крещение, на грудь его одевают крестик. И по жизни человек с крестом идет. И когда в последний путь его провожают, на могиле что ставят? Тот же самый крест. Крест искупления нашего спасения. Господь принес великую и большую жертву за нас, за всех людей, живших и живущих, пришедших в этот мир. Великая жертва креста Господня. И крест Голгофский, он всех спасает. И эта благодать креста Голгофского, она и на маленький крест идет, и на большие кресты идут. И крест мы носим на своей груди, как знамение победы креста над адом, над врагом нашего спасения. Велика сила креста. И недаром святые подвижники, древние подвижники говорили, что великое и большое оружие против беса – это крест. Крестом они связывали, и ничего так нечистый не мог им сделать. Велика сила и значение креста. И в древности, и в современном мире мы видим, как к кресту люди относятся. Некоторые боятся, стесняются, прячут, казалось бы, крест нательный, под одеждой мы его носим. И почему его снимаем, почему мы его не носим? Получается, как мы язычники, то есть стесняемся креста, не доверяем Христу. А ведь мы знаем, и в древности мученики за крест страдали. Увидели, что ты крест носишь, без разговора тебя на суд ведут, судят тебя за это. И в современном мире мы тоже знаем, вот российский воин Евгений Родионов, тоже, казалось бы, сними крест, прими ислам, становись в ряды террористов, и жизнь твоя будет спасена. Но этот молодой юноша не отрекся от креста и с крестом не снял с его груди, хотя великие мучения он претерпел, и матери единственного сына даже тело его не отдавали террористы. Также знаем мы, что за крест страдали люди, несли свой крест. И в Писании сказано: кто постыдится меня в этом веке, тот, получается, отрекаемся мы от креста. Отрекаемся здесь, на земле. И когда мы явимся к Христу, Господь скажет нам: не знаю вас, потому что здесь мы в жизни своими поступками, своими делами отрекаемся от креста, не несем крест в своей душе. И, казалось бы, эта вещь, но спасает нас Господь Иисус Христос. И крест – это наше знамение, наша победа. И крестом украшаются и храмы, и населенные пункты. Когда мы входим, въезжаем в населенные пункты, такой благочестивый обычай стоит на въезде. В населенный пункт ставится поклонный крест. То есть тут живут христиане, тут живут благочестивые люди. И помощь в пути мы от Господа Бога получаем. Поэтому креста стесняться и не надо. У каждого, конечно, есть свой духовный крест, который мы по жизни своей несем. Это наши и радости, это наши и невзгоды, и печали. И Господь пришел и сказал своим последователям, ученикам, что меня гнали, и вас гнать будут. Меня обижали, вас будут обижать. И наша жизнь христианская, мы видим, что мы бываем по жизни гонимы. И поэтому веру свою мы должны исповедовать. Это маленькие подвиги, казалось бы, ничего не значащие. Спросите ли, веруешь ли ты во Христа? Должен сказать: да, верую я во Христа. Это наше знамение, это наше исповедование нашей веры. И пусть стесняться ничего не надо. Почему люди неверующие не стесняются, ведут себя в обществе
Иногда мы их, бывает, что и осуждаем за их неправедную жизнь. А я, когда мимо храма прохожу или спросят меня, верующий ли я почему-то стесняюсь на работе сказать, в коллективе, в обществе, да, я человек верующий. Да, сегодня строгий пост, я пощусь, хотя бывают, конечно, и юбилеи, и праздники, но почему-то я за обществом иду. А вот исповедовать свою веру, то ли у нас смелости не хватает, или чего-то другого. Вот. А это исповедование нашей веры. Поэтому стесняться этого ничего не надо. Господь ради нашего спасения пришел на землю. Не просто Он учил людей, а через крестные муки показал нам путь. И через этот путь каждому человеку пройти нужно. Тяжелый путь, трудный путь. Но с Господом Богом, неся крест, не мы несем, Господь за нас несет этот крест. Только следуй вслед за Ним. И ты спасешься. Не ходи налево, не ходи, а старайся идти за Христом. И твоя душа будет спасена. Не просто спасена, она будет в вечности находиться с людьми, с праведными людьми, с праведниками. И дай Бог, чтобы мы тоже лицезрели Христа, Спасителя нашего. Аминь. С праздником всех.